Пассажирский автобус направлялся из Краснодара в Дагестан. По предварительным данным, из-за резкой смены погоды водитель автотранспорта не справился с управлением. Машину занесло, она опрокинулась в кювет. По состоянию кузова можно судить, что автобус несколько раз перевернулся. В результате аварии 1 погибший и 14 пострадавших. После ЧП на место оперативно выехала группа спасателей. 4 пострадавших направили в ИРКБ, остальных в Сунжинскую центральную районную больницу. Количество пострадавших, которые были доставлены сюда, 10 человек, 3 из которых тяжелые. 1 пациент находится в данный момент в реанимационном отделении, 2 пациент находится в хирургическом отделении, проводится оперативное лечение. 1 пациент тяжелый находится в стационаре, в травматологическом отделении. Было проведено скелетное вытяжение, перелом шейки бедра. Стабильно тяжело. Жизнь угрожающих пациентов пока в данный момент у нас нет. Всего в автобусе находились 19 пассажиров и 2 водителя. Один из пострадавших, Мустафа Магомедов, ехал домой вместе с супругой после лечения. Сейчас они оба находятся в Сунжинской больнице. Ехали с Краснодара в Махачкалу, и мы сами спали, вот проснулись от удара. Единственный, кто из пострадавших помнит момент аварии, Магомед Кунжуев. Он после работы ехал домой, почувствовал, как заднюю часть автобуса начала заносить в бок. Я его занес и кювет перевернулся как на бок. Все оттуда, которые были люди, сиденья на меня не было, правой стороны, на меня это упали. Это сверху хорошо, что какая-то балка, она меня закрыла. Вот буквально вот такое расстояние. Потом я снизу вот так ходил и поднялся. Ну, помогли мне тоже, ребята немножко помогли. Как вы себя сейчас чувствуете? Сейчас, альхамдулилlah, более-менее. Быстро помощь оказали вам? Да, буквально 5-10 минут они приехали, да. Скорая помощь. Приехали, здесь тоже быстро это все реализовали. Спасибо огромное. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура Ингушетии совместно с коллегами из Дагестана проводят проверку по факту ДТП. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах в деятельности компании-перевозчика, которая зарегистрирована в Республике Дагестан. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, результаты проверки взяты на контроль. Глава региона Махмуд Али Калиматов выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавших в результате ДТП и заверил родных и главу Дагестана Сергея Меликова в том, что этому делу будет уделено пристальное внимание. Мне доложили о ситуации, которая произошла на ФАТ «Кавказ» в Сунже. По представленной информации, все пассажиры уроженцы соседней республики Дагестан. Заверяю их родных, своего коллегу Сергея Меликова, что у нас им будет уделено пристальное внимание. Всем госпитализированным будет оказана медицинская помощь в полном объеме. К сожалению, не обошлось без жертв. Выражаю самые искренние соболезнования семье Зайпудина Раджапова. Буду держать под личным контролем выяснение обстоятельств аварии и оказание помощи пострадавшим. На месте ЧП сейчас работает Следственный комитет. Водитель не пострадал, его уже допрашивают в управлении. Сам он долго находился в шоковом состоянии, практически ничего не помнит и от комментариев отказался. По факту дорожно-транспортного происшествия Следственным отделом по Сунжинскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты из КА России, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также проверить действия перевозчика на предмет организации услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.